Велика планета, на которой мы с вами живем. Много континентов и стран, океанов и морей, и все они разные, как и люди, которые населяют Землю. Посмотрите, это карта земного шара. Разными цветами обозначены различные страны. Некоторые находятся совсем рядом друг от друга, а чтобы попасть в другие страны, нужно проделать большой путь по морю или по суше. И в каждой стране есть свои обычаи, традиции, история, свои песни, праздники, игры. Все люди на Земле любят путешествовать, и мы с вами отправимся в познавательное путешествие по странам и республикам. А на каком транспорте можно путешествовать? А мы с вами, дорогие друзья, отправимся в путешествие на нашем экспрессе дружбы 2021. Уверена, некоторые из вас помнят наше новогоднее путешествие на Дед Морозном экспрессе. А помогут мне в этом мои друзья, машинист Чучуна, Даша и Паша Веревочками. А где они? Вот, слышу звуки приближающегося поезда. Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады встрече с вами. Рады встрече с вами. Очень рады нашей встрече. Устал немного я за эту длинную третью четверть. Оценки исправлял. И то, и сё. Хватит, Паша, нагонять тоску. Я-то знаю, что ты постоянно за компьютером время проводишь. А у меня много событий произошло, интересных встреч. И сегодня мы совершим путешествие по странам и республикам. Путешествие по удивительной стране под названием Дружба. Куда мы направимся? А направляемся мы сегодня в гости к нашим друзьям. Узнаем много интересного и познавательного. Порадуемся встрече с друзьями. Понятно. Маршрут нашей поездки определился. Предлагаю меньше слов за дело. Производим посадку на экспрессе 2021. Первая станция Цветочная. Пришла весна красна. Природа пробуждается после долгой северной зимы. Вперед, друзья, к новым открытиям!
Станция СССР. Скажите, пожалуйста, а что это здесь написано? СССР? Что такое? Это, Даша и Паша, страна такая. СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Но у нас есть карта мира, и там нет такой страны. Вы правы. На современных картах такой страны нет. Но она существовала раньше и не очень давно. Да? А какие люди в ней жили? Нам все очень интересно. Что ж, попробую вам рассказать, а еще лучше показать. Да, в состав Советского Союза входили Российская Федерация, Белоруссия, Украина, Молдавия, Закавказье, Средняя Азия, Прибалтика. Жители этих республик много веков жили вместе, в одной стране, дружили и трудились. Все мы пели песни и исполняли танцы союзных республик. Интересная, познавательная станция. А давайте поближе познакомимся с некоторыми из них. Республика Казахстан. Это государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере еще лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья. Березовые ситцы севера, могучие сосны Борового, золотые нивы целинного края, седые ковыли Великой степи, высокие горы Алатау и Тяньшаня – все это Казахстан. Эти картины поражают своей невиданной красотой. Дорогие друзья, путешествуя сегодня, мы с вами будем говорить о нашей с вами Родине, о стране, в которой мы живем. Ведь ни один человек не может прожить без своей Родины. Об этом говорится в казахской народной пословице: «Человек без Родины своей, что без леса одинокий соловей».
мы представляем страну Молдову, которая славится своими виноградниками, и ее называют «землей роз». Молдова – небольшое государство в юго-восточной Европе, которое граничит на востоке с Украиной, а на западе с Румынией. Есть на земле чудесный край, где Бог когда-то создал рай, и дети верят в доброту, и люди преданы труду, где на холме растет лоза, где воды чистая слеза, и сердце мне сжимает слово родная, милая Молдова. нельзя не влюбиться. Она обступает гостей не только своими строгими горами,
и распахнутыми прямо над головой небесами, но и такой открытостью дружеских чувств, гостеприимством и улыбками, что на них просто невозможно не ответить взаимностью. Армения относится к категории тех стран, которые не просто остаются в памяти, но прикипают к сердцу навеки. Не случайно Армению так сильно любят поэты. Они писали и посвящали ей свои стихи поэты Валерий Брюсов, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Сергей Городецкий и множество других авторов, до конца своей жизни несших в душе сказочный образ этой удивительной страны и ее народа. Самый большой город республики – Ереван, ее административная столица и культурный центр. Ереван весь в розоватой дымке, озеро Севан, печаль веков, и Сарьяна дивные картинки, и хранилище старинных книг и слов. Да, мы с вами познакомились с танцами и песнями бывших союзных республик. Ребята, вам понравилось? Да, интересный нынче у нас маршрут, познавательный. А мы продолжаем наше путешествие. Следующая станция – братские народы. Славься, Отечество наше свободное,
братских народов союз вековой, предками данная мудрость народная, славься, страна, мы гордимся тобой. Давайте обратимся к тексту. Как вы думаете, о каких братских народах говорится в гимне? Конечно же, речь идет о народах, проживающих на территории Российской Федерации. Все вместе они образуют большую многонациональную страну Россию. Наша Родина очень большая, красивая и богатая. Россия огромная страна. По территории она больше таких стран, как Канада или Китай, США или Индия, а Франция или Германия могли бы разместиться на нашей территории более 30 раз. Предлагаю совершить остановки в некоторых республиках. Вперед! В дорогу! Вперед и только вперед! Над Бурятией родной, светлой и прекрасной, солнце яркое весной греет не напрасно. После зимних холодов, долгих дней морозных, затрещали корки льдов над Байкалом грозным. Над Бурятией родной, светлой и прекрасной, льются песни до небес всех народов разных. В крепкой дружбе вековой здесь живут народы, сохраняя мир, покой, красоту природы. Вершиной самой высокой в Бурятии горы Мункус-Ардык летает волшебная синяя птица. Та охотница, которая сможет добыть ее перо, навсегда останется молодой и сильной. Но пока еще никому не удавалось найти синюю птицу, ведь путь к вершине горы очень непрост.
Когда я слышу это слово, передо мной встают гордые, высокие горы, привольные без конца и без края степи, стремительные горные реки, чистые, прозрачные озера, густые чащи лесов. Когда я слышу слово «Башкортостан», представляю Салавата Юлаева, которым гордится каждый житель Башкортостана. Когда я слышу слово «Башкортостан», я слышу пение Курая, который рассказывает о красоте башкирской земли и никого не оставляет равнодушным. Башкортостан, земля моя, люблю твои леса, поля, богатый милый край родной, горжусь, как все, и я тобой. Хозяюшка, вы совершили путешествие по странам бывшего Советского Союза. Познакомились с братскими народами России. А какая станция у нас впереди? Да, мы узнали, как широка наша Россия, матушка, и сколько много народов проживает в ней. Хотелось бы прокатиться на нашем экспрессе по некоторым странам зарубежья, познакомиться с их культурными традициями. Конечно, дорогие мои друзья, впереди нас ждет увлекательное путешествие по странам мира. Машинист, ты готов? Тогда только вперед, дорогие друзья! Всегда готов!
волшебная страна. Загадок древних полон он. Стоит великая стена, над ней летит большой дракон. Китайцев столько там живет, что в жизни их не перечесть. Они покладистый народ, привыкли палочками есть. Ползет по ветке шелкопряд, большая панда ест бамбук. Так было 1000 лет назад, и будет так всегда, мой друг. это не гор гималайских величий. Индия – это живое богатство людей. Индия – это полноводие Ганга и Джамны и вековые потоки великих идей. Индия – это не только пещеры и джунгли, а человеческих душ, трудолюбие и мощь. Индия – не раскаленная высь над пустыней, а животворное солнце над зеленью рощ. Индия – это не только алмазы и жемчуг. Лучших алмазов ценнее ее сыновья. Индия – не бесконечная дикая пустошь, а золотые поля в изумрудной долине. Индия – пламя бесстрашия, волны дыхания, богатырей
чьи тела из священной земли. Индия — светлый поток вдохновляющих мыслей. Индия — сказочный мир для людей. Let's not draw. любят рассказывать такую легенду. Бог сотворил Элладу так. Когда он все раздал, кому леса, кому поля, у него в руках осталась горстка драгоценных камней. Он их бросил через плечо, и получилась Греция. Изумруды стали густыми лесами, сапфиры — лазурными морями, а рубины — потрясающим небом на закате. Греция — это страна удивительной красоты и древнейшей культуры, с великолепным климатом,
и радушными людьми. Идеальное место для отдыха, куда хочется возвращаться снова и снова. Греция удивительная и неповторимая. Откуда ты взялась, тревога? Снова я один. Дальняя моя дорога. Я твой господин. Сколько я тебя не видел, сколько я тебя искал. Чем же я тебя обидел, что не отыскал?
безжалостного солнца жар, и островов великое скопление. Здесь мир преподнесен подарком в дар, а небо, как парча, что рвут на лоскутки визг чаек, лодки в окружении скал, и сердце от восторга на куски, и море отражением зеркал. Играй, моя гитара, кричи и пой величием души Испания моей любви. Интересное путешествие. Настоящий урок дружбы.
дорогие друзья, о какой республике мы с вами не проговорили? На какой станции мы не были? Ребята, как вы думаете, о каком крае говорят, что в нем одними из первых на Земле встречают солнце и новый день? Где находится полюс холода северного полушария и единственное в мире месторождение чароита, дионида и хром-диоксида? И какую часть Земли называют по праву колыбелью вечной мерзлоты? Могу подсказать. Этот край – наша Якутия. Даша, Паша, расскажите нам о нашей республике. Началось. И тут экзамен. Да уж ладно. Страна больших снегов, могучих рек, белых ночей и цветущих долин. Она широко известна и как хранилище несметных богатств. Ведь когда говорят о месторождениях на территории Якутии, очень часто употребляют слова «единственное в мире», «уникальное месторождение». Посмотрите на карту, и перед вами раскинется огромная страна на северо-востоке Азии. Едва ли не 40-я часть всей суши планеты и 1/5 часть всей территории России. Удивительные якутские просторы расстилаются перед нами, пленяя своей неизведанностью. Все это наша Якутия. В нашем суровом крае проживают люди свыше 129 национальностей. И самое главное, они умеют дружить. Правильно, ребята. Главное, мы умеем дружить. Где бы мы ни жили, чем бы мы ни занимались, мы всегда общаемся друг с другом. Так устроена жизнь. Предлагаю вам составить правила, которые точно говорят, как нужно относиться к людям другой национальности, и запомнить их. Помогайте мне, дорогие друзья. Первое золотое правило. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы другие относились к тебе. Второе правило. Гордись своей национальностью, но всегда уважай национальность другого человека, никогда не говоря о ней плохих слов. Третье правило. Старайся дружить и сотрудничать с людьми другой национальности, которые живут, учатся или работают рядом с тобой. Обретешь новых друзей, интереснее станет жизнь. Четвертое правило. Изучай культуру других народов. Этим ты обогатишь свою собственную. А теперь давайте подведем итоги нашего путешествия «Экспресс-дружбы 2021». Россия – единое, многонациональное государство. Все республики и народы, проживающие на территории России, равны. Каждый народ имеет право на сохранение своего вероисповедания, языка, своей истории и самобытной культуры. А главное, что одной из важнейших духовных традиций многонационального народа нашей великой России является многовековая дружба. Завершим наше путешествие песней «Я, ты, он, она». И предлагаем вам, дорогие друзья, во время исполнения припева песни поддержать нас и хлопать дружно в ладоши. Вот так. Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, сколько мы 100 тысяч я, больших глаз, озорных, белых крыс и верных, грустных и веселых, в городах и селах. Над тобой солнце светит, Родина моя, ты
Пограничных нет на них солдат. Через границы те бежит пшеница, на них в обнимку яблони стоят. Ты их пройдешь и даже не заметишь, что на другую землю ты пришел. На всем пути друзей хороших встретишь из кишлаков, станиц, из дальних сел. Везде найдешь, с кем думой поделиться и с песней вдоль по улице пройти. Есть на земле священные границы, и есть на свете дружба без границ. Спасибо, дорогие друзья, за наше совместное путешествие на экспрессе дружбы 2021. До новых встреч в Интернациональном доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского.